Лук уже, ребят, покупной. В прошлый раз я свой лук еще чистил, а сейчас уже сегодня, это считай, мы с магазина покупали. Целый котелок я накрошил картошки и туда еще закинул лук, вот эту головку лука. Пускай вроде много, но закинул. И еще консервы вот эти, тушенку. Такой гуляш сделаю. Будет сытным, питательным. И в принципе мне вполне достаточно. Я хотел кроме этого еще, думаю, второе какое-нибудь сделаю. Ну, это будет такой густой суп. Густой суп. И по-другому это гуляш. По-настоящему. Мы когда на сенокосе работали здесь вот. И тоже вот, ты считай, с утра вот с 7 часов. И бывало там до 7, до 9 вечера. Целый день. Ну, больше 12 часов работали. И тоже варить, тоже, если погода хорошая, не до варки, быстро надо убрать сено. И мы на скорую руку всегда вот это и готовили. Чистили картошку, быстренько на костре там закипит, туда тушенку. У нас корову, телят держали, это своя тушенка всегда была. И, как сказать, скажем, мы весной вот консервы делали, а эти консервы потом мы ели до следующей осени, считай, все лето. Ну, так вот, круговорот такой был. Вот. Чайник еще надо наполнить водой, чтобы запас кипятка было. Ну, это не проблема, быстро закипит. Вот. Ну что, самый простой и питательный, как сказать, блюдо. Не будем заморачиваться там. Все по-таежному должно быть. Хочется, по идее, тоже бывает там, как сказать, показать что-то, готовку. Ну, как вот в реальность попадаешь вот сюда, в избушку. Когда ты вот ходишь целый день, приходишь, блин, вот надо быстренько этот суп сварить и опять бежать куда-то на рыбалку, или же сейчас вот в данный момент надо капканы там закрыть, сходить. И вот многочасовой фильм про эту готовку, ну, в данный момент я не хочу заморачиваться. Самый простой, быструю еду приготовим. Вот. Время 4 часа. Ну, нормально. Сейчас как вода закипит в котелке, сразу все это туда. Да и сразу лук сейчас моментально тоже закину с картошкой. Он как долго тоже разваривается. А консервы уже в последнюю очередь. Одно мясо, ребят. Надеюсь, видно. Хорошие консервы. Чего я люблю, это желе. Хорошо. Вот соль уже я добавил.
Буквально еще 10 минут и суп будет готов. Гуляш такой. Тулан облаивает. Там на буран проехал очередной. Я напился чая этого. Уже там несколько стаканов, кружек выпил. И особо так аппетит я сбил, наверное, чуть-чуть. Но еще надо поесть. Потому что за целый день толком еще ничего такого я не ел. Ну что, очень наваристо все получилось. Вот. Ну вот. Сейчас эту тарелку навернем. Соль. Поверьте, вкусно получилось, ребят. Чуть-чуть еще соль надо добавить. Да, соли чуть-чуть не хватает. А так вполне вкусно. Короче, время 4:30. Да, 4:30. Минут 20 я буду есть и сходим на другой берег. У меня осталось там 3 капкана. Опять пошел снег. Снегопад идет. Очень вкусно. Не спеша буду я есть. Все окей. Буран у нас вон там стоит. До завтра оттуда убирать не стану. Пускай там стоит. Потому что завтра также будем гонять по реке и рыбачить пробовать. Может еще сегодня вечерком куда-нибудь пониже может съездить на поворот. Вот. Сейчас на другой берег сходим. Пошли. Рядом. Мам, мам. Тут подъемчик, наверное, без палки я. О, если бы ремень там был у меня на лыжах, задник, потому что ноги выходят из ремня из этого. О, ой, блин, не скользит он, скользит. Лыжи-то держат, а без задника, вот задника тут нету. Еще, о, бля, вот. Фух. Здесь, ребят, луга были, сено тут косили. Вот это да, вот это под сад вышел, блин. Коридорчик тут прорубил. Ветки там всякое это, что мешается. Хоть на лыжах, чтобы походить. Это вообще невозможно. Прохода никакого нету. Ух, перебор, я наелся, блин. Ох, тяжело стало ходить даже. Фух. Вот так. Раз начал снег валить, он сейчас много может прибавиться там. Так. Опа. Подъем на подъеме тут тоже.
Ладно. Так. Фу, вспотею я тут. Побродим по вечерней тайге. Первый капкан пустой. Фу. Она все пустые, тут следов вообще не было. Вот так. Приваду на капкане не оставляю, потому что весной медведи будут бродить. Они, блин, ломают потом все. Могут и с капканом уйти. Если к капкану привязан, то вот этот, как сказать, блин, привада. Но еще у меня на второй избе в коробках приваду жидкую, когда ложишь, коробка воняет. И весной вот они потом хулиганят, одним словом, медведи. Хулиганят это, могут разбить коробку, капкан могут унести с коробкой, там потеряется. Вот. Фу. Да, пока спешить не стану на вторую избу. А между прочим, вот куница. Следы куницы. Капкан-то недалеко там. Куница следы тоже есть. Это на этом берегу. Вон. Да, это котяра. Куница. Пусть в числах 8 марта, наверное, все равно оттепель будет. После оттепели снег уплотнится, легче будет ходить. Ну вот тогда и можно по пути порыбачить там. В основном ради рыбалки, наверное, съезжу. Или схожу первый раз так-то, чтобы разведкой. Вот. Вот так. Фу. А сейчас дойти-то можно, дойдешь до избы легко, но и в принципе, что там сейчас делать мне? Чисто только для рыбалки. Когда уже конкретный наст будет, тогда можно дальше ходить на рыбалку и по пути еще, печку завести туда, отвезти. Фу.
Ну, все как будет, я буду снимать. В принципе, все равно фильмы будем снимать. Если туда не поеду, сюда приедем или еще что-то придумаем. Факт, что фильмы будут выходить. Вот. Ну тут второй капкан у меня. Прям где-то вот тут, на горке. Таким склоном они тоже любят ходить. Но след куда-то в другую сторону ушел. Здесь тоже капкан пустой. Вон он. Вот он. Капканчик. Конечно, отсюда капкан может уйти. Здесь много грибников ходит, но все свои люди, в принципе, не должны. Вот я посмотрю. Если уйдет, значит, доверие потеряю. А если нет, так будет висеть он. Вот. Ну, еще возле болота один остался. Все. Фу. Дошли до болота. Тут крайний капкан где-то должен быть. Зачесы все время теряю тут как-то. Так. Так. Куда же это? Опять путаю, блин. Сегодня правее, что ли, я пошел? Да, я правее, наверное, пошел. В прошлый раз левее ушел. Сегодня правее. Ну, затесы непонятно где. Так, подожди. Вообще не понял. Так, нет, ребят. Все правильно. Где-то в той стороне должен быть. Потому что тут бугорок. Да. Там он. Путаю. Немножко путаю. А вот же, ё-моё. Блин, рядом, оказывается, я прошел. Буквально там метр от капкана. Вот он. Самый крайний капкан. Вот здесь лыжня. Я думал, правее ушел. Параллельно, проще говоря, этот. Вот зачес старый. Все, нашли. Тоже пусто. Привады нету, ничего нету. Все, короче. Это уже точно последний. Больше нету. Ну что сказать, ребят. Вот такая охота была зимняя. Сегодня 28 февраля. И такое закрытие охоты. Зимней охоты. Все показал, как было. 2 раза, получается, мы проверяли. Настораживали. Потом 2-й раз мы приезжали, проверяли. И вот 3-й раз. Все. Ничего не попалось за этот сезон. 2 следа сегодня вот видели. На этом берегу и на том берегу, где наша изба. Ну, значит, 2 куницы тут, в этих лесах ходят. И у меня лицензия, путевка вот на пушнину, все сгорело.
ничего я не поймал. Оплачивал я куницу, бобра, глухаря, все это у меня в этот сезон охоты у меня все сгорело. И даже глухаря не удалось добыть осенью. Так что, ну, как сказать, это не наше, это, как у нас говорят, это плохо, когда, говорит, ты держишь скотину. Вот бывало там 10 месяцев держат там поросенка. И почему-то вот бывает там скотина умирает и приходится вывозить в лес, хоронить свинью или еще корову, теленка. Тогда вот обидно. Ты когда вот 10 или год ты кормишь каждый день, ухаживаешь за ними, и они умирают, и тебе не достается мяса, ничего. А вот что мы добываем, это удача, как повезет. Ну, не повезло, и не надо огорчаться, не надо кого-то винить. Это в другой раз повезет. Поверьте, это было и будет. Не повезло в этот раз, повезет в другой раз обязательно. И с этими мыслями надо жить, охотиться и трудиться, и все получится. Вот. Смотрите, утонул. Это просто сейчас у нас с природой что-то вот такое творится, что и все поголовно исчезло. Вот за целый день вот мы ходили там несколько часов, здесь вот прошлись. Один след и все. Ну, такова жизнь. Раньше, хотя мы, поверьте, добывал очень много чего. Птиц там, глухарей, косачей. Есть что вспомнить, есть что рассказать. Это сейчас мне пишут, что я такой охотник, но не стараюсь уже отвечать на такие комментарии. Будет птица, будет вам контент, будет вам охота, все будет. А сейчас пока так. Вот реальность я показал. Реальность охоты, что вот ставили капканы и за всю зиму ничего не поймал. Так что смотрите, как есть. Вот, немножко поболтал, отдохнул. Сейчас по своей лыжне обратно буду идти в избушку. И может быть еще, в принципе, можно еще поохотиться. Вот, Тулан тоже, поверьте, он тоже устает. По такому глубокому снегу ходит. И за бураном бегал. Ну хотя сегодня я его сразу же с дому, там сразу я его взял на буран, и он ни километра даже не пробежал. Потому что стараюсь как-то приучать, но вряд ли, наверное, получится. Ну хотя всякое может быть. Потому что, знаете, что писали там, какая у меня собака там, боится воды. Но прошло 3 года, и он, как сказать, перестал бояться воды. Начал переходить речку, озера, все, ручьи. А эти 3 года вообще он боялся воды как огня. Ну, посмотрим. Сейчас вообще напряженно он себя ведет на буране. Очень тяжело приучать. У кого-то легко получается, но у меня, блин, я так живу. Все не просто мне дается. Вот. Что на охоте, что на рыбалке, что еще как-то вот приучать собаку или еще. Ну, все перечислять не стану. Самое главное, я доволен всем этим. Что мне нравится, то и делаю. Вот. Ладно, сейчас, наверное, тоже в сумерках что-либо снимать. Сейчас уже начало вон темнеть. Вот такие деревья, смотрите. Вон, поваленные деревья. От ветра вот все
валится, друг на другах висит. Очень много завалов, валежников. 1000 кубов тут лежат в нашей тайге. Очень много. Бывает там ветровалы там сотни метров и десятки метров шириной. Блин, столько леса просто гниет. Вот так. Вот здесь тоже. Но сюда никто не придет за этими деревьями. Так и он будет гнить. Вот. Хотя вот такие валежники можно на дрова спилить. Но отсюда не вывозишь. Вон они. Да, не надо. Вот, буквально каждые 10 метров завал. Вот такие дела. Ну вот. Наша миссия выполнима. Сходили, прогулялись. Ух. Вообще катит так лыжи, блин. Вообще жесть. Прям летит. Ой. Фу-ху-ху. Это я держусь, ребят. Береза помогла мне. Хорошо. Вот так вот. Сейчас куртку я еще вторую одену. И туда, наверное, ниже спущусь. Там попробую порыбачить еще. А там посмотрим, что и как. Фонарик взять. Все это дело. Опа. Вообще летит. Не, это, как сказать, катит лучше, чем камус. Чем камус у лося. Монтулан. Вон. Так. Снегопад не прекращается. Между прочим. Фух. Так. Все. В принципе, если я... Нет, все-таки буран тут оставлю. Все, пойдем на избу.